Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лесной пожар отступил от поселка Хандыга. Более сотни местных жителей всю ночь сражались со стихией. Озвучим свежие данные. Дни Якутии продолжаются в Татарстане. Особое место занимают товаропроизводители на стендах «Сделано в Якутии». 10-е юбилейные военные сборы старшеклассников прошли в Мирнинском районе. Сколько ребят приняли участие в этом году? Ситуацию с крупным лесным пожаром у поселка Хандыга удалось стабилизировать. Накануне огонь действовал всего в 1,5 километрах от населенного пункта на площади 150 гектаров. Чтобы предотвратить угрозу поселку, туда направили группу пожарных и спасателей регионального управления МЧС России в составе 20 человек со специальным оборудованием из Чурапчинского и Татинского районов, а также села Мигина-Алдан. Кроме того, 140 человек, это местное население, всю ночь тушили огонь. Дополнительно для борьбы с пожаром с воздуха в Тампонский район прибыл вертолет Ми-8. Сейчас угрозы населенному пункту нет. Более подробно о ситуации нам рассказал министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Доброе утро. По состоянию на 7 часов утра ситуация возле населенного пункта стабилизирована. Вчера ночью, сегодня утром работало порядка мобилизованных человек, 140 человек. Ночью работала команда полярных авиалиний Ми-8 с ВСО, с водосбросным устройством. Произвели 22 сброса воды. Это на ближайшие кромки населенного пункта. Вчера ночью прибыла дополнительная группа из 10 человек МЧС. Мобилизованная группа, основная часть работала по кромке лесного пожара. Угроза населению и населенного пункта, а также объектам экономики по состоянию на 7 утра на сегодня нет. Планируется сегодня прибытие дополнительно 20 из состава 20 человек дополнительных сил и средств с города Якутска, 19 человек состава ПДПС с Амурской области и 17 человек аэромобильная группа с города Якутска. Планируется их прибытие ближе к 10-12 дня. Будут проводиться, исходя из погодных условий, взрывные работы, встречный пал, что позволит эффективно провести работу по локализации лесного пожара, а также последующей ликвидации лесного пожара близ населенного пункта Хандыга. По данным Минэкологии, всего в Якутии тушат 18 лесных пожаров, выявленных на территории 10 районов. Борьбу с огнем всего ведут более 1500 человек. Используют около 180 единиц техники. За сутки ликвидировано 4 возгорания, обнаружен один новый очаг на площади 20 гектаров. На расстоянии менее 10 километров от населенных пунктов лесные пожары в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Тампонском районах. В 3 последних введен режим чрезвычайной ситуации. На особом контроле очаг у поселка Хандыга. Сегодня вечером в Якутию ожидается прибытие еще 47 авиапожарных и 2 летчиков-наблюдателей Амурского отделения авиалесоохраны. К другим темам. Рособорнадзор намерен в течение 2 лет полностью перейти на передачу материалов единого госэкзамена в регионы по защищенным каналам связи. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, уже в 31 субъекте России задания из федерального центра попадают в аудиторию через защищенные каналы. Примерно через 2 года планируют, что все субъекты федерации перейдут на эту технологию и уже не будет никаких дисков. Получение заданий будет происходить за час до экзамена. Регион и федеральный центр разделят между собой обязательства по соцвыплатам на обеспечение жильем людей с инвалидностью и семей, которые имеют детей с инвалидностью. Половину возьмет на себя бюджет страны, а 50% бюджет Якутии. Ранее сообщалось, что в текущем году Якутия направит более 46 миллионов рублей на эти цели. Обеспечиваются жильем граждане, которые встали на учет до 1 января 2005 года.
Порядка 78,5 миллионов рублей намерены выделить на строительство опор и установку светильников в Якутске, сообщает пресс-служба мэрии. Из них 8,5 миллионов из городского бюджета, а 70 миллионов рублей из республиканского. Всего в Якутске и пригородах установят 551 опору уличного освещения и почти 600 светильников. Дни Якутии продолжаются в Татарстане. Там наш регион презентует свой инвестиционный, инновационный и туристский потенциал. Особое место занимают товаропроизводители на стендах «Сделано в Якутии». Более подробно о днях нашего региона в Татарстане расскажет Максим Кардозу. В Казани официально сегодня стартовали Дни Якутии в Татарстане. И с утра прошло уже несколько мероприятий. Я хочу обратить внимание на два из них. Вот мы находимся у памятника Абдуле Тукаю. Это один из самых знаменитых, любимых сынов татарского народа. Это поэт, публицист, переводчик. Тот человек, который сделал для Татарстана очень много в духовном и в культурном развитии. И здесь прошло официальное возложение цветов. Якутская делегация, такая дань памяти, оказание чести этому знаменитому человеку и, конечно же, всей Республике Татарстан. Также сегодня в Казани началась программа обучения управленческих кадров. В числе участников представителей Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Цель программы – знакомство с успешными практиками социально-экономического развития и технологиями государственного управления в Республике Татарстан. И здесь действительно Татарстану есть что рассказать и что показать, потому что эта республика, конечно же, находится в топе всех рейтингов, которые только возможны. По мнению экспертов, подобные сессии очень важны. И давайте послушаем, что сказал по этому поводу глава Якутии Айсан Николаев. Наш опыт, когда северные субъекты Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономный округа, Республика Саха-Якутия сами вот такую форму предложили, как обучение наиболее близких по природно-климатическим, в целом по географическому положению, по экономическому положению субъектов, и как раз обмениваются между собой лучшими практиками, учатся друг друга, учатся вместе у лучших в нашей стране. Я всегда за то, чтобы мы обучались у самых лучших. Вот. Безусловно, в нашей стране Республика Татарстан – это лидер по интегральному, наверное, качеству жизни людей, так, по тем инновациям, которые сюда внедряются и дают результат, в первую очередь для того, чтобы люди здесь жили лучше. В Казани еще день, мероприятия продолжаются, и на вечер намечено грандиозное открытие Дней Якутии в Татарстане. Это будет театрализованное представление, о котором вы тоже сможете узнать в эфире Якутии-24. А для реализации проекта развития лесопромышленного комплекса «Алмаз» на западе республики его включат в Тор Якутия. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. По его условиям запланировано расширение границ Тор Якутия на территорию реализации проекта с объемом инвестиций 1 миллиард 800 миллионов рублей и созданием более 360 рабочих мест. При этом инвестор сможет воспользоваться льготами, доступными для резидентов Тор, что значительно ускорит реализацию проекта. Цены на овощи и фрукты выросли в Якутске. Наша съемочная бригада побывала на крестьянском рынке. Там цена за килограмм помидоров начинается от 250 рублей, а за кило местных огурцов просят отдать 270. Чаще всего на прилавках лежат овощи, выращенные в хозяйствах Магана, Мархи и Тулагина-Кильдямцев. Что касается привозных продуктов, то они стоят дороже, чем местные, на 50-100 рублей. Обещают, что в середине лета цены на овощи снизятся. С местной продукции продаем огурцы саюровские, помидоры саюровские продаем. Скоро будут местные товары и дешеветь будет. Узбекские товары будут поступать. Все больше будет и дешеветь будет. Подешевеют они. Сейчас просто везут самолетом, поэтому сейчас они дорого. Сейчас больше товаров будет и все подешевеют они тоже. Летом мы тоже надеемся на дешевые эти фрукты. Детские лагеря дневного пребывания в Якутске не будут работать в этот сезон из-за угрозы распространения коронавируса. По сообщению регионального Миноборнауки, прибегнуть к такой мере рекомендовал Роспотребнадзор. Стационарные загородные лагеря откроются по согласованию ведомства с середины июня. Отмечается, что всего в Якутии на сегодня открыты почти 200 дневных лагерей, которые получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Все они расположены в районах региона, где эпидситуация позволяет принимать детей. 8-летняя китаянка Чен Хайтон своей способностью взбираться на 12-метровую стену для скалолазания всего за 11 секунд приобрела огромное количество подписчиков в соцсетях.
На этих кадрах девочка молниеносно карабкается по стене. По словам отца, дочь с раннего детства любила лазать. Как рассказала инструктор, девочка начала заниматься профессионально только с конца 2019 года. 10-е юбилейные военные сборы старшеклассников прошли в Мирнинском районе. В прошлом году, в разгар пандемии, азы военного дела ребята постигали в онлайн-формате. В этом разрешили очно, и участие приняли почти 150 человек. Что входит в военный комплекс, знает Роман Муконин. Внимание, слушаем команду. Огонь! Смягчение коронавирусного режима позволило школьникам 10 классов выйти из онлайн-форматов и переместиться для военной подготовки, к примеру, в реальный тир. Пострелять от души смог каждый из пистолетов и автоматов. Опытные инструкторы показали все нюансы владения оружием и хитрости при обезвреживании нарушителей. Захватывай за ствол. Теперь стреляй. Выстрел произошел. Второго выстрела не будет. Да, не отошел. После этого ни в коем случае разоружили. В программу сборов входит общеармейская физическая подготовка, огневая стрельба, занятия с химзащитой и прохождение полосы препятствий, сборка и разборка оружия, а также изучение воинского устава. Строевой подготовке уделяет наибольшее внимание, как самому долгому и трудному в обучении элементу воинской службы. Направо! В одну шеренгу! Стройся! Компьютерная эпоха дает о себе знать. Организаторы военных сборов констатируют год от года падение физических показателей школьников. Военные сборы длятся 5 дней и входят в обязательную программу ОБЖ. И отказаться от участия в этом мероприятии нельзя. Но все больше детей приходят со справками. Даже были такие случаи при прохождении военно-полевых сборов, когда приезжали ребята со школ с освобождением от занятий по физической подготовке в связи с тем, что у них развивались какие-то болезни на фоне компьютерных игр, на фоне просмотра каких-то телепрограмм. Вот и получается, что военные сборы – это единственная возможность у школьников хоть как-то познакомиться с армейским укладом. И менять что-то, а тем более привносить сюда новое, не имеет смысла, так как сборы ориентированы на подготовку к армии, а там стандарты пока не изменились. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Увидимся чуть позже.